Деревня Вороновка. Здесь около 400 домов, проживает около 1500 человек. Но на днях тихую деревенскую жизнь нарушили суммы в счетах-фактурах. За вывоз мусора на каждый дом начислили от 7 до 30 тысяч рублей. Все бы ничего, говорят жители, вот только мусор здесь никто не вывозит. И даже контейнерных баков никогда не видели. Последние 10 лет я нигде не видел, чтобы у нас был контейнер или площадка, или какая-то машина приехала, чтобы собирать этот мусор. Вакиф Хайрулин в деревне Вороновка живет почти 20 лет, но такие огромные счета за вывоз ТКО никогда не видел. В своем доме он прописан с женой. Им на двоих начислили 7 тысяч рублей только за мусор. Говорит, надеялись, что это ошибка, ведь мусор из деревни не вывозят уже много лет. Я понимаю, что за сбор, за вывоз мусора надо платить. Но эту услугу же надо оказывать. А эту услугу вот за последние 10 лет ни контейнера, ни площадки, ни машины никаким образом не было. Мусор-то практически там не так много собирается у нас, потому что я пищевые отходы на компост, бумажные у меня печка есть, зажигаю, остается вот бутылки. Все, что собралось, жители вывозили в город или в ближайшие поселки. А пенсионерам и вовсе приходилось просить помочь соседей. 7 с лишним тысяч. За какой период? Непонятно. Работы, какие работы, тоже непонятно, потому что сколько я здесь живу, ни разу не вывозились, твердые бытовые отходы ни разу не вывозились. Первое. Второе. У нас нет места складирования для твердых бытовых отходов. Во-первых, взяли не за месяц, а за 3 года сосчитали. И у многих вышло тут, у кого 8, у кого 7, у кого даже больше 20. За вывоз мусора здесь с 2019 года отвечает УК по ЖКХ. Там объяснили, собственники домов еще 4 года назад должны были заключить с регоператором договор. В прошлом году по ЖКХ через Росреестр обновил список зарегистрированных домов в Лаишевском районе. У 4200 домохозяйств не оказалось договора с регоператором, и они не платили. Мы сегодня обратились в компанию. Здесь пояснили, мусор регулярно вывозят. Только контейнеры для жителей Вороновки стоят в соседнем селе. Место накопления отходов находится в соседнем населенном пункте Песчаной Ковали на удалении не более 500 метров от вышеуказанного населенного пункта, деревни Вороновка. То есть у жителей данного населенного пункта есть возможность размещать свои твердые коммунальные отходы, образуемые в результате жизнедеятельности, на данных контейнерных площадках. Они находятся на улице Добрая и на улице Молодежная. Такая квитанция с такими же суммами за мусор придет еще 2 раза – в марте и апреле. Образовавшийся долг регоператор поделил на 3 части. В региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ объяснили, что суммы начислили законно. Наоборот, нарушали сами домовладельцы, не заключив вовремя договор с регоператором. К сожалению, наши собственники не всегда знакомы с законодательством. В пределах муниципалитета они хоть могут в город вывозить. Какая разница здесь? И здесь по ЖКХ, и там по ЖКХ. То есть разницы никакой. Начисления производятся либо на собственника помещения, либо на проживающих. Соответственно, если, например, он собственник в деревне, а проживает в городе, он уплачивает и здесь, и там. То есть платить придется всем. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать жители Вороновки, это на перерасчет по сроку исковой давности. У нас есть срок исковой давности 3 года. То есть за последние 3 года, если сейчас у нас февраль 2023 года, значит отсчитываем февраль 2022, февраль 2021, февраль 2020. Вот с февраля 2020 года по февраль им могут быть вот эти суммы, они обязаны как бы пересчитать и начислить. Все, что касается там 19 год, вот начало 20-го, нет. Эти суммы уже, как говорится, регоператор потеряет. Госжилинспекции говорят, жители Вороновки к ним не обращались, но жалобы есть. Жители пишут, в деревнях Зимняя Горка и Татарский Кабан не вывозят мусор, а счета прислали. Туда выехали инспекторы и установили, что сбор мусора никак не организован. Регоператору вынесли предостережение. В ответ на предостережение предоставлена информация, что сбор и вывоз организован на территории сельских поселений, в которые входят непосредственно вот эти вот населенные пункты. В таком случае не допускается начисление платы, поскольку
сбор и вывоз никаким образом не организован. Иные сельские населенные пункты находятся на значительном удалении. По этому факту Госжилинспекция направила информацию в антимонопольное управление. Второй экземпляр в прокуратуру республики. Сейчас инспекция готовит иск в суд, чтобы защитить права жителей этих сел. Ведь платить никто не отказывается, говорят сельчане. Главное, чтобы в деревне контейнеры появились, и они были в шаговой доступности. И регоператор оказывал услуги по вывозу. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Лаишевский район.